Добрый вечер. В эфире новости Осетии. Главные события к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Это единственное у нас в республике здание, которое было изначально построено для музея. Во Владикавказе после ремонта вновь открыли музей осетинской литературы. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Сергей Миняйло. Соперники были действительно сильны каждый в своей области. И вот неожиданная победа сделала ее еще более приятной. Долгая подготовка и закономерный успех преподавателей Северной Осетии стал победителем конкурса «Педагог года». Кому еще удалось проявить себя и что в планах у молодых специалистов? Не зная соперника, поиграв в упорной борьбе, они потом становятся друзьями на всю жизнь. Во Владикавказе проходит любительский турнир по теннису. В соревновании принимают участие десятки спортсменов из разных районов республики. По какой системе проходят игры и какие призы ждут победителей? В Ардонском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство местных жителей. По данным следствия, накануне вечером на территории автомобильной мойки в Ардоне молодой человек выстрелил в 3 местных жителей и скрылся. Потерпевших доставили в медучреждение, где один из них, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался, не приходя в сознание. Следователями и криминалистами республиканского СК проведен осмотр места происшествия. Изъяты пули и гильзы. Назначены медицинские, баллистические и молекулярно-генетические судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание. К другим темам. Сегодня республика отмечает День осетинского языка и литературы. В пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы возложили цветы к могиле поэта, драматурга, публициста Костахи Тагурова. В мероприятии приняли участие председатель парламента республики Таймураз Тускаев, премьер Борис Джанаев, руководители органов исполнительной власти, деятели культуры и образования республики, школьники, студенты и представители общественности. Для меня мой родной язык – это все. Без языка нет нации, и мы должны стремиться к его сохранению. Мы должны беречь его, мы должны чтить память наших предков, мы должны хранить его, любить. Я считаю, что необходимо мыслить на родном языке. Председатель Союза писателей Борис Хозиев подчеркнул, что сегодня одна из важнейших задач – сделать все возможное для сохранения родного языка. Напомним, День осетинского языка и литературы учрежден в Северной Осетии в 2003 году и приурочен к выходу в свет осетинской лиры Костахи Тагурова. Осетинский язык – это не просто средство общения, а живая связь с многовековой историей, культурой и традициями нашего народа. В его словах мудрость предков, в его звучании душа Осетии. Литература на родном языке вдохновляет, воспитывает и объединяет нас, передавая из поколения в поколение любовь к родному слову. Пусть наш язык процветает, крепнет, и пусть наши младшие разговаривают на осетинском языке. Номера первых осетинских газет, редкие книжные издания и многое другое. Во Владикавказе после реставрации торжественно открыли музей осетинской литературы имени Костахи Тагурова. Зданию более 100 лет, и оно нуждалось в капитальном ремонте. Теперь это современное пространство, где можно ознакомиться с экспонатами, чей возраст насчитывает не одно столетие. Подробнее в материале Лидии Цахиловой. Такого количества людей в стенах Музея осетинской литературы имени Костахи Тагурова не было давно. Сегодня, в День осетинского языка и литературы, его открытие, которое так все ждали, присутствующих поприветствовал Сергей Миняйло. Радует то, что мы, может быть, не так быстро, может, как хотелось бы,
да, но мы все-таки восстанавливаем то, что когда-то было. Вот кинотеатр «Комсомолец», да, вот сейчас музей осетинского языка и литературы. Как бы кто ни говорил, да, но мы делаем на сегодня все возможное для того, чтобы сохранить нашу культуру, наши традиции, наши обычаи, язык, да, потому что это наша индивидуальность. А это первая после реставрации экскурсия. Книги и издания, которые не встретишь нигде. Уникальные и, главное, подлинные экспонаты, датированные позапрошлым и прошлым веками. И имеющие огромное значение для развития осетинского языка и литературы. Это вот Иосиф Чепиковский, который епископом, которого это вот его русско-осетинский словарь. Номера первых осетинских газет, первое настоящее издание осетинской лиры Костахи Тагурова, личные вещи, музыкальные инструменты, фотографии народных сказителей, писателей, общественных деятелей Осетии. А еще здесь представлены зеленчукский камень X века и оригинал документа о подписании Кючук-Кайнарджийского мирного договора, который был заключен в 1774 году. Музей осетинской литературы был создан в 1939. И он изначально располагался в здании Осетинской церкви. Потом уже в 60-е годы здесь располагался краеведческий музей. Это здание тоже историческое. Фактически это единственное у нас в республике здание, которое было изначально построено для музея Терской области. Его начали строить в 1907 году на пожертвования, на государственные субсидии. Потом началась Первая мировая, и это здание осталось недостроенным. То, что мы видим сегодня, это только входная часть, вестибюль этого здания. 11 лет назад музей осетинской литературы был закрыт для посетителей. Здание было уже изношено и требовало обновления, как и сама экспозиция. В рамках празднования 1100-летия крещения Алании реставрационные работы удалось осуществить. Были выделены федеральные средства на ремонт этого здания. И, наконец, ему вернули замечательный его исторический фасад. И внутри был сделан прекрасный ремонт. Потом, опять же, на федеральные деньги мы заказали хорошее музейное оборудование, качественные современные витрины. От древних нардских сказаний до современной осетинской литературы. В музее 4 выставочных зала, но пока что работают только 3. Экспозиция, к слову, будет пополняться. Лидия Цахилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Во Владикавказе наградили победителей и лауреатов ежегодной республиканской премии «Осетия. Любовь моя». Лучшим журналистам, пишущим на родном языке, вручили дипломы и денежные призы. Мероприятие приурочено ко Дню осетинского языка и литературы. В этом году добавили и специальную номинацию «Тема года». Ее приурочили к празднованию 80-летия Великой Победы. Собравшихся поприветствовал председатель правительства Борис Джанаев. Премьер поблагодарил журналистов за вклад в сохранение и популяризацию осетинского языка. Безусловно, ваш труд в этой большой цепочке играет одну из ключевых ролей. Творческий путь каждого из вас непростой и заслуживает большого уважения. А задача органа власти создавать для этого все условия и поддерживать интересные начинания. Важно, что конкурс охватывает все направления журналистики. Хотелось бы отметить номинацию «Тема года». Это 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Она очень дорога каждому из нас. Спасибо вам за неравнодушие к родному языку и отличную работу. Правительственную премию за лучшую журналистскую работу на осетинском языке получили Станислав Кадзаев, Тамила Саутиева, Ирина Халаева, Жанна Сусранова и Рита Баллаева. Хочу поздравить всех своих коллег, которые сегодня также были награждены. Ну и от их имени, и от своего имени пообещать, что и впредь мы будем работать и над языком, и над сохранением нашей идентичности, и, не знаю, воспитывать новые поколения журналистов, работающих на осетинском языке.
Праздничные мероприятия продолжились в Осетинском театре. К монументу Великого Коста возложили живые цветы. При поддержке Министерства культуры и Комитета по делам печати и массовых коммуникаций организовали книжную ярмарку с участием государственных библиотек, издательств, редакций журналов и газет. Выставка – отличная возможность познакомиться с новинками литературы и пообщаться с авторами. Далее состоялся праздничный концерт. Зрители увидели представление, в котором гармонично переплелись традиции и современность, всеми любимые песни и яркие хореографические постановки. Арфагон тут, барабон хоржа ховод. Добрый день, дорогие гости, уважаемые гости. Хочу поприветствовать вас от лица главы нашей республики Сергея Ивановича Миняева. Северная Осетия отличается тем, что мы бесконечно чтим, храним наши традиции. Мы очень бережно относимся ко всему, что оставлено нашими предками. Безмерно уважительно относимся к нашим старшим. Но вместе с тем мы стремительно развиваемся, мы идем в ногу со временем. И я думаю, мы одна из немногих республик, которая может на таком стыке дальше двигаться. В Северной Осетии проходит конференция «Безопасный электронный документооборот. Путь к цифровой безопасности». Организаторами выступили правительство республики, Комитет цифрового развития, компания «Электронные офисные системы». Среди слушателей более 170 человек из 17 регионов страны. Это руководители и специалисты органов власти и местного самоуправления. В числе участников и спикеров также представители ведущих российских IT-компаний. На конференции обсудили вопросы, связанные с использованием отечественных программных продуктов для автоматизации документов в органах госвласти, а еще говорили о безопасности электронного документооборота. Обсудили и технологии искусственного интеллекта. Напомним, встреча направлена на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Такие встречи очень важны, потому что позволяют не только посмотреть там новые какие-то продукты и новые решения. Самое главное, они позволяют обменяться опытом, обменяться впечатлениями, как мы любим говорить, настроить или наладить диагональные и горизонтальные связи без участия, так сказать, нас, как представителей разработчика из города Москвы. Очень классно будет, если Северная Осетия будет звонить своим коллегам по Южному федеральному округу и дальше по стране, и обмениваться какими-то идеями, как реализовать те или иные процессы в системах документооборота, а еще лучше в системах документооборота нашей разработки. Наша республика достаточно давно уже использует электронный документооборот, в том числе и межведомственный электронный документооборот. Сегодня все органы власти, в том числе и муниципальные органы власти, сельские поселения, активно используют электронный документооборот. Полностью мы отошли от бумажного документооборота, кроме документов для специального пользования, ДСП так называемые. В Центре образования «Интеллект» открылся историко-краеведческий музей, их именами названы улицы. В торжественной церемонии приняли участие педагоги, ученики и почетные гости, представители Министерства образования и науки, Североосетинской организации профсоюза работников народного образования «Общество знаний». Музей рассказывает о выдающихся людях Осетии, внесших неоценимый вклад в развитие республики и страны. 3 экспозиции: Владикавказ – город воинской славы, Владикавказ – культурная столица и легенды, современники, места. Представлены уникальные экспонаты, артефакты и награды времен Великой Отечественной войны, старинные музыкальные инструменты, коллекция минералов, литература. Важное событие приурочено к Международному дню музеев. Над его созданием мы работаем уже больше года. В команду входят профессиональные дизайнеры, администрация школы, родители, ученики, партнеры, а также другие общественные организации, которые принимали активное участие для собрания экспонатов. Главная цель музея – это сохранение исторической памяти и передача ее будущим поколениям, воспитательная работа в школе.
Долгие месяцы подготовки и заслуженный триумф. Преподаватель Владикавказского колледжа электроники Дмитрий Хурумов стал победителем конкурса «Педагог года». Историк разработал уникальную методику, благодаря которой учащимся будет проще воспринимать и, что самое главное, запоминать новый материал. Проявить себя и свои профессиональные качества удалось и другим преподавателям из Северной Осетии. Подробности в материале Лейсан Диардица. «Звездная ночь» Ван Гога, иллюстрации из мультфильмов «Алиса в стране чудес» и «Рапунцель». Каждая дверца этого шкафчика уникальна. Над созданием картин в этой аудитории трудятся студенты факультета дизайна вместе с преподавателем Кристиной Братцук. В этом году она впервые участвовала в конкурсе «Педагог года» и стала лауреатом в номинации «Мастер года». Наверное, все-таки так как это был первый раз, он для меня был как первый путь, он был не совсем мне понятен до конца. Потом был такой момент, что я очень где-то переживала или волновалась. Мне кажется, на следующий год я уже сделаю работу над ошибками и преодолею все свои страхи, волнения и попаду в тройку или, может быть, даже первое место для меня. А победителем конкурса «Педагог года» в номинации «Мастер года» стал преподаватель истории Владикавказского колледжа электроники Дмитрий Хурумов. В профессии он уже больше 10 лет. Считает, что предмет истории один из самых важных и нужных. Выбрал профессию педагога я еще со времен школы. Меня окружало очень много достойных преподавателей, на которых хотелось равняться и в будущем заниматься этой же нужной профессией. К конкурсу Дмитрий готовился тщательно, и победа была достойной. На его открытом уроке по холодной войне дети смогли задать вопрос Кеннеди или Хрущеву. Специальный чат-бот он создал сам. А еще преподаватель истории придумал прием «Лента времени», в котором дети сначала на бумаге, а затем в интерактивном приложении рисовали временную шкалу с историческими событиями. Такой способ помогает заменить громоздкие таблицы и легче усвоить материал. Именно эти необычные форматы привели его к победе. Для меня все-таки участие в этом конкурсе – это не попытка доказать, что я лучше кого-то или хуже. Это все-таки возможность пообщаться с коллегами из других колледжей, из других учебных заведений, обменяться опытом, узнать у них что-то новое, показать что-то новое свое. Соперники были действительно сильны каждый в своей области. И вот неожиданная победа сделала ее еще более приятной. А в прошлом году победителем номинации «Мастер года» стала преподаватель по литературе этого же конкурса Мария Хаджиева. В этот раз она помогала своим коллегам в подготовке к конкурсу и была их наставником. Вместе они работали над созданием новых идей и проектов, благодаря которым их предметы стали более яркими, насыщенными и эффективными. То, что мы в этом году сделали, это огромная работа, это титанический труд целой команды. Действительно, коллеги помогали друг другу, накидывали идеи. Результатом, я думаю, довольны все, потому что такое достижение, что из одного учебного заведения все 4 человека заявленных прошли в десятку, 2 в тройку и 1 стал победителем. Это колоссальный результат. В республиканском конкурсе в номинации «Мастер года» от колледжа электроники участвовало 4 педагога. Этапов несколько: открытый урок, мастер-класс, публичное выступление, педагогическое интервью. В каждом из них нужно было продемонстрировать свои педагогические навыки. Все победители в 11 номинациях получили дипломы, а также прошли в следующий тур – всероссийский, который пройдет осенью этого года в Курске. Отметим, конкурс «Педагог года» направлен на повышение престижа педагогических профессий и способствует реализации целей и задач нацпроекта «Молодежь и дети». Лейсан Диардица, Артур Гаглоев, Давид Кудухов. Новости Осетии. Этому творческому коллективу всего лишь 3 года, и опыта у юных танцовщиц немного. Однако ансамбль лицея искусств «Адажио» уже успел заявить о себе на крупных соревнованиях. Девушки смогли победить в престижном профессиональном конкурсе-фестивале. Конечно, впереди еще много работы, но сегодня можно искренне порадоваться победе наших молодых талантов. Залина Калманова побыла на одной из репетиций. Такие утонченные, изящные и словно совсем невесомые. Уметь одинаково красиво станцевать знаменитое «Лебединое озеро» и современный контемп – настоящий талант. Даже на репетиции девушки старательно выполняют каждое упражнение и внимательно слушают замечания преподавателя. И нос.
Коллективу всего 3 года. В мире балета молодые девушки только начинают свой путь. И, конечно, сейчас особенно важно набираться нового опыта. В этом как раз помогают крупные соревнования. Недавно ансамбль лицея искусства «Дажо» стал победителем престижного профессионального конкурса фестиваля «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге. Одной из лауреаток стала солистка Камила Цгоева. Девушка признается, участвовать в таких масштабных состязаниях ответственно и безумно волнительно. Переживала, так как вариацию я танцевала русский танец из балета «Лебединое озеро», а это очень популярная вариация в нашем, в принципе, во всем мире. И я была не одна, кто ее танцевал. У меня было очень большое соперничество. Было девочки 4, которые танцевали то же самое. И я видела, кто чем отличается, у кого движения немного изменены, нежели чем в балете самом. И смотрела на свои ошибки после и анализировала, что мне стоит исправить, а что я смотрю у своих конкурсантов, и у них лучше получается, чем у меня. Конкурс проводили при поддержке Академии танца Бориса Эйфмана и фонда артистов балета имени Виноградова. В жюри ведущие специалисты. Участники из 60 субъектов страны, 350 концертных номеров и далеко не детская конкуренция. Коллектив представил ноктюрн на музыку от Самаза Макоева, вальс Чайковского, сольные номера и «Лебединое озеро». И смогли очаровать и удивить профессиональных мастеров. Ну и, конечно, набраться новых знаний. Мастера давали мастер-классы по классическому танцу, современному хореографии, по народному танцу. Конечно, мы не могли не посетить такие мероприятия, так что дети с удовольствием посетили мастер-классы, позанимались, и там были отмечены педагогами. Сразу они в первую линию сказали, что дети у нас хорошие, подготовленные, что не могло не порадовать и не вызвать такое чувство гордости. Впереди не менее ответственный этап – экзамены. Девушки уверены, с ними они точно справятся. А вот к следующим конкурсам коллектив готов всегда. Юные таланты без сомнений еще не раз привезут домой почетные награды. Зарина Калманова, Лан Суанов, Новости Осетии. Любительский турнир по теннису проходит во Владикавказе. На кортах в Центральном парке культуры и отдыха встретились 28 человек со всей Осетии. Спортсмены часто выезжают и в другие города. Всегда возвращаются с наградами. Соревнования традиционные, в этом году приурочены к 80-летию Великой Победы. Основная цель – дать возможность теннисистам-любителям сыграть с новыми соперниками, обменяться опытом, установить новые спортивные связи. Поединки сначала проходят по круговой схеме, далее игры на вылет. Победители получат кубки, медали и грамоты. Человек может из другого города приехать на турнир и, не зная соперника, поиграв в упорной борьбе, они потом становятся друзьями на всю жизнь. То есть я даже из своей спортивной истории знаю, у меня очень много друзей по всей России. Я выезжал неоднократно на другие турниры и к нам приезжают. А буквально недавно, если вы помните, что-то были, во всяком случае, насколько это слухи, не слухи, но чуть не отняли эти корты. Корты находятся в центре Владикавказа. Администрация города пошла навстречу, и я хочу, чтобы вы увидели, насколько за этот короткий период преобразили корты. Все это сделали своими силами. По словам Андрея Клинчаева, администрация города помогла и обновить ограждение. Спортсмены-любители своими силами покрасили корты, установили бордюры. Сейчас укрепляют фундамент, планируют уложить и новый асфальт. Я сюда хожу каждый день почти. Когда дождь, снег, даже зимой я здесь снег чищу, специально купили широкие лопаты, и зимой тоже играем. И вот заборы сремонтировали. И кто богатый, кто бизнесмен больше денег, кто пенсионеры поменьше собрали, вот и сделали. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.